Лев Николаевич Гумилев. Струна истории. Лекции по этнологии. Выпуск 1. Эпиграф. Историческое время — это как бы звучание струны, которую щипнули, и она медленно затухает. И развитие этноса идет не вперед и не назад, и не по кругу, а оставаясь на одном месте и постоянно вибрируя, как струна. Лев Гумилев. Лекция 1. Свойства этноса. Сегодня я начинаю читать курс народоведения, который на нашем факультете читается почти 10 лет. Он всегда читается по-разному и с разными вариациями, в зависимости от специфики кафедры. В этом году кафедра физической географии просила меня сделать прописку, и поэтому мы сделаем упор не на экономико-географические проблемы, а на физико-географические. Поставим вопрос так. Для чего мы этот курс слушаем, и для чего он нам нужен? И почему он нам может быть интересен? Потому что простое коллекционирование сведений, простое изложение каких-либо данных никогда не западает человеку в голову и никогда не вызывает в нем интерес. Если мы учим что-нибудь и тратим на это силы, так надо знать для чего. Ответ на это у нас будет очень простой. Человечество существует, в общем, совсем немного на Земле, каких-нибудь 30-40 тысяч лет, весь Homo sapiens. Но оно, тем не менее, произвело перевороты на земной поверхности, которые Вернадский приравнивал к небольшим геологическим переворотам, переворотам малого масштаба, а это очень много. Владимир Иванович Вернадский, годы жизни 1863-1945, выдающийся русский естествоиспытатель и мыслитель, академик, основоположник комплекса современных наук о Земле, геохимии, биогеохимии, радиологии и других. Вернадский является основоположником современного учения о биосфере, на которое опирался Лев Гумилев при создании пассионарной теории этногенеза. Согласно учению Вернадского, живое вещество биосферы, трансформируя солнечное излучение, вовлекает неорганическую материю в непрерывный круговорот. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени испоганить всю землю, на которой он живет? Эта проблема актуальная, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые совершаются на всей поверхности Земли, и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер 1, то тогда незачем выходить замуж, жениться, родить детей, потому что биосфера погибнет, и погибнут все дети. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать историю вопроса, а не то, почему до сих пор люди достигли таких результатов в уничтожении жизни на собственной планете, и обязательно исследовать то, что происходит сейчас. Поэтому мы начнем сначала. Человечество, как существо биологическое, относится к роду гоминид, то есть при своем появлении на Земле он имел достаточно большое количество ответвлений и разветвлений. Близкое родство человека с обезьянами в настоящее время ставится под сомнение, так как обезьяна — существо, значительно дальше ушедшее по линии эволюции, нежели человек. У обезьяны больше отработаны пальцы рук и ног. У обезьяны гораздо лучше мускулатура. Обезьяны живут в ландшафте, который вполне обеспечивает их потребности. Они не имеют потребности в изнурительном труде. В общем, они живут достаточно весело. Таким образом, они приспособились к жизни на Земле гораздо больше, чем человек. Человек — существо весьма и весьма неприспособленное, за одним исключением. Развитие мозга дало ему возможность жуткой агрессии против прочих видов млекопитающих и вообще животных, птиц и всех других. И это сказалось еще на тех видах гоминид, которые мы не имеем права, говоря строго, считать людьми. А именно пятикантропы и неандертальцы, Homo sinanthus и Homo erectus по латыни. Но я их буду называть общедоступными обыкновенными словами. Пятикантропы – древнейшие ископаемые люди, предшествовавшие неандертальцам. Создали культуру раннего палеозоя. Появились около 500 тысяч лет назад
отличались хорошо развитым прямохождением, имели крупный, в среднем 900 кубических сантиметров, и сложно построенный мозг. Пятикантроп входит в род Homo erectus, человек выпрямленный. Неандертальцы – ископаемые древние люди, создавшие археологические культуры раннего палеолита около 235 тысяч лет назад в Европе, Азии и Африке. Название по одной из первых, 1856 год, находок в долине Неандерталь, близ Дюссельдорфа. У неандертальцев был крупный мозг, до 1700 кубических сантиметров. Эти два вида отличаются от современного человека, к которому принадлежим мы, так же, как отличается, скажем, осел от лошади или собака от лисицы. То есть это существа совершенно иного порядка. Однако и у них, и у нас, современных людей, были общие черты, которые весьма и весьма нас роднят. А именно, эти первоначальные виды человека, неандертальцы в частности, были тоже весьма агрессивны, имели технику и знали огонь, и, кроме того, занимались каннибализмом, то есть убивали себе подобных, что вообще другим животным не свойственно. Откуда они происходят, я вам не могу сказать. Гипотез по этому поводу очень много, но они совершенно беспочвенны и ничем не подтверждаются. Недавно я, пересматривая литературу, для сегодняшней лекции пересматривая литературу, увидел аргументацию украинского академика Петра Петровича Ефименко. Он пишет, что мы, советские ученые, мы, это он имеет в виду себя, конечно, считаем, что неандерталец просто перешел в современного человека. Других аргументов он не приводит. Надо сказать, что далеко не все советские ученые так считают, и то, что он советский, а он бесспорно советский гражданин и паспорт имеет Советского Союза, еще не является научным аргументом в пользу высказанного им положения. Поэтому оставим вопрос открытым, обрисуем только то положение, при котором человек появился на поверхности нашей планеты. В глубокой древности, в кайнозойскую эру, на границе плейстоцена и современного периода, в Африке были животные, похожие на человека. Они пользовались элементарной техникой, но, видимо, еще не знали огня, потому что доказательств того, что они пользовались огнем, у нас нет, хотя нет и доказательств противного. Их называют австралопитеки. Австралопитеки – группа ископаемых двуногих высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари, Южная Африка. Жили в начале четвертичного периода, 2 600 000 лет назад. Головной мозг относительно крупный, 500-600 кубических сантиметров, но по строению мало отличающийся от мозга современных человекообразных обезьян. Это были звери примерно вот такого роста, прямо стоящие, с человеческой формой тела и пользовались даже некоторыми каменными орудиями, просто кусками заостренного камня, отщепами. Их можно получить, ударяя кремни об скалу или об какой-нибудь большой камень, отскакивали такие большие пластины. Употребляли они эти сколы, чтобы, ловя маленьких павианов, пробивать им голову и выпивать мозг. Считать их нашими предками у нас нет ни малейших оснований, потому что, прежде всего, павианов в Африке много, то есть недостатка в пище они не испытывали. Правда, павианы — это животные стадные и достаточно резистентные. Они умеют сопротивляться, они отбиваются даже от леопарда. Причем самцы жертвуют собой ради спасения стада или самок, спасая детенышей. Но вот с австралопитеками им было справляться трудно. И поэтому развиваться не было никаких оснований, исходя из концепции Дарвина. Куда они делись, не знаю. В Европе были тоже какие-то бедные люди, от которых сохранилось очень мало остатков. Череп сохранился очень примитивного человека в ранних слоях. Но что можно сказать по черепу? Это, пожалуй, для нашего вопроса, который мы поставили, не дает решающего результата, а вот неандертальских находок сделано очень много. Неандертальцы отличались от современных людей прежде всего ростом. Они были коренастые, 150-160 сантиметров рост у них был, то есть такие здоровые, пузатые, очень сильные. Ноги у них были короткие, бегали они хуже, чем наши предки. Но голова у них, черепная коробка, была больше, чем у нас. То есть они были умные.
У них было больше пространства для мозгового вещества. Техника у них была очень развитая, и каменная техника была, которая дошла до нас, и костяная техника, которая отрицалась до 30-х годов. Но я сам лично выкопал из неандертальской стоянки костяную иглу. Так что шить они умели. Очевидно, у них была очень развитая техника из нестойких материалов, что можно заключить по косвенным признакам. Они любили заниматься коллекционированием. Они коллекционировали черепа священных медведей и складывали их в своих пещерах. Жили они в этих пещерах постоянно или использовали как музеи, это трудно сказать. Я склоняюсь к тому, что они жили все-таки под открытым небом большей частью, а в пещерах иногда, когда им это было необходимо. Но, тем не менее, огромные скопления, до 1000 черепов пещерного медведя, находятся в неандертальских пещерах. Пещерный медведь Спелеарктос – род вымерших медведей, включающий несколько видов. Были распространены в плейстоцене в Евразии. Наиболее распространенный вид жил в пещерах, отсюда название. Известны многочисленные остатки пещерных медведей и их изображения, сделанные древним человеком. Надо вам сказать, что пещерный медведь, по своим параметрам, раза в 4 больше, чем наш медведь. Соответственно, и его физические качества. Он более поворотлив, более силен, быстр и вообще гораздо страшнее, чем тот современный медведь, на которого только самые смелые охотники выходили с рогатиной. На пещерного медведя с рогатиной выходить было бесполезно. А вот более развитой вид современного медведя — гризли, группа подвидов бурого медведя, обитающих на Аляске и в западных районах Канады. Хотя по внешнему виду и размерам гризли близок к европейско-сибирским подвидам бурого медведя, он настолько страшный, что индейцы считали охоту на гризли равной войне с соседним племенем. И убийство гризли считали подвигом, равным убийству вождя соседнего племени, а не просто воина. В настоящее время охота на гризли в Соединенных Штатах запрещается на том основании, что убить гризли без опасности для себя можно только из снайперской винтовки, а это не охота, а просто расстрел. Если же вы пользуетесь обыкновенным нарезным оружием и стреляете с достаточно близкого расстояния и не попали ему прямо в сердце и не убили его, а это очень трудно, то он вас догонит, и тогда вам мало не будет. А бегает он со скоростью лошади. То есть практически гризли, который слабее пещерного медведя, сейчас не является объектом охоты при всей нашей технике. Итак, скажите, пожалуйста, каким же образом неандертальцы истребили пещерного медведя так, что его до нашего времени не осталось? Очевидно, у них были к этому возможности. Какие? Мы опять не знаем. Но, знаете, лучше не знать и признаться в этом, чем выдвигать какие-то легковесные гипотезы, все объясняющие и распадающиеся при первом столкновении с практикой. Я думаю, что так целесообразнее. Оставим вопрос открытым. Встречались ли неандертальцы с современными людьми? Выходит, да. В Палестине. Самое странное, в пещерах Схул, пещере Табун на горе Кармель, в пещере Кавзех найдены погребения, захоронения странных людей, которых Яков Яковлевич Рогинский определил как метисов неандертальца и современного человека. Кармель. Гора в северной части Палестины, на западном склоне которой в пещерах Табун и Схул в 1929-34 годах были найдены костные остатки людей с сочетанием неандертальских и современных особенностей в строении. Время их обитания – 45-40 тысяч лет назад. Кавзех – гора близ Назарета в Палестине, на склоне которой в пещере были открыты в 1933-35 и 1965-67 годах скелеты древних людей, живших около 50-60 тысяч лет назад. Каким образом могли появиться такие странные метисы, при том, что неандертальцы были людоеды? Я не знаю. Что они, сначала размножались, оставляли детей, а потом съедали своих жен? Или наоборот, использовали современных людей, которых ловили для того, чтобы получить потомство, а потом их съедали? Но факт остается фактом. Появились метисы. Метисы явно не жизнеспособные и не оставившие никакого потомства.
Последние данные раскопок в Крыму, они еще не опубликованы, мне рассказывал один украинский археолог, очень любопытны. Найдены неандертальско-кроманьонские слои. Кроманьонцы — это мы, где, скажем, слой кроманьонский, затем слой неандертальцев, в нем разбитые кости съеденных кроманьонцев. Затем опять кроманьонский слой, затем опять неандертальский. То есть в Крыму шла какая-то жуткая борьба между даже не братскими народами, а видами гоминид, из которых одни почему-то исчезли без следа, неандертальцы, другие размножились и населили землю. Кроманьонцы — обобщенное название ископаемых людей современного вида Homo sapiens, живших в эпоху позднего палеолита, около 40 тысяч лет назад. Название происходит от грота Кроманьон в департаменте Дордонь, Франция. Несколько легче, кажется, обстояли дела на Дальнем Востоке, где существовал синантроп. Его остатки нашли около Пекина. Он ближе к современному человеку-монголоиду, с уплощенным лицом, но тоже людоед и тоже достаточно большой. Причем огонь знали и те, и другие. Синантропы – ископаемые люди, существовавшие около 460-230 тысяч лет назад. Скелетные остатки найдены в пещере Джоукоу-Дань, Северный Китай. Антропологически близки к пятикантропам. Древние виды гоминид не пережили ледникового периода, причем это очень странно. Ледник-то ведь захватывал вовсе не всю сушу Земли. А жить около ледника было очень неплохо. Будьте любезны, скажите хотя бы вы мне, Гумилев обращается к студенту в аудитории. Во время ледника жилось плохо или хорошо? Было тепло или холодно человеку, который там жил? Да? Не знаете? Но это хорошо, что вы не знаете, потому что обычно говорят, что было холодно и плохо. А вспомните, где у нас ледники? В Швейцарии Совой, на Кавказе Теберда. Это курортные места, туда люди едут отдыхать и деньги платят. И вы знаете, это совершенно разумно. Потому что ледник — это огромное скопление холодного льда, которое только потому и существует, что над ним стоит огромный столб ясного воздуха с высоким давлением, то есть огромный антициклон, который чем больше ледник, тем больше пространства занимает. И этот антициклон, эта воздушная масса чистого ясного воздуха, захватывает значительно большее пространство, чем сам ледник. То есть рядом с ледником глыбой льда, которая поднимается на километр, а иногда на 2, на 3 в некоторых местах, будет совершенно ясное небо и, следовательно, огромная инсоляция. Температура воздуха низкая, но солнышко светит, нагревает землю, нагревает животных и людей. Не холодно, и ветра почти никогда не бывает. Тот же Ефименко пишет, что вокруг ледника наметало огромные сугробы снега. Так если бы наметало, то пришел бы циклон, и теплая вода растопила его, немедленно растаял бы ледник. Ничего подобного. Снега выпадало очень мало, и дождя немного. За счет того, что теплая почва создавала конвекционные потоки воздуха, и иногда из соседних широт, там, где были циклональные условия, могли пробиваться небольшие влажные потоки воздуха, которые выпадали в виде дождя или очень небольшого снежного покрова. А этого было достаточно для того, чтобы за ледником в зоне антициклона простиралась великолепная сухая степь с небольшим количеством снега, что не мешало травоядным животным зимой из-под снега добывать траву, сухую, очень калорийную, пропитанную солнцем. И с другой стороны, ледник-то тоже таял. То есть с него стекали струи совершенно пресной чистой воды, которые образовывали по закраинам ледника озера. А где озера, там и рыба, и водоплавающая птица, которая переносит икру на своих лапках. А где влага, там будет расти пышная растительность, там будут расти леса, окаймляющие озера. И при избытке, при большом таянии, начнется сброс вод в виде рек, и они потекут туда, куда им подскажет рельеф. То есть это были условия оптимального существования и для животных, и для растений, и для людей. Огромные стада травоядных паслись на той сухой степи, которая примыкала к леднику. Следовательно, раз были травоядные, они дохли, значит, были и хищники, которые пожирали этих травоядных – мамонтов, бизонов, сайгу и других копытных. А самый страшный хищник – это человек. Человек – это хищное животное, и поэтому он имел изобилие мясной пищи. Охота пуще неволи.
Пословица, сохраняющаяся до нашего времени с тех давних пор. Охота — это не работа, это не труд. Это великолепное, веселое занятие, а особенно загонная охота, при которой один мамонт обеспечивал племя, коллектив, его убивший, наверное, на несколько недель великолепной мясной пищей. Вот здесь, в этих условиях оптимального существования, появился у человека тот досуг, который создал возможность его дальнейшего расцвета. И вот тут мы с вами остановимся перед невероятной проблемой. Каким образом случилось, что все животные живут в привычных для них условиях, а человек распределился по всей суше Земли? Каким образом? Ведь обратите внимание, что волк — это степное животное, он в степи живет или в прериях. Но в глухой тайге волка нет. Медведь — зверь лесной, в степи ему делать нечего, он там не живет. А как же белый медведь живет во льдах? Это другой вид медведя, относится он к роду Таларктос. Он настолько уже отдалился от своего прапредка, что с современным лесным медведем они относятся к разным видам. Так же, как лошадь к ослу, а человек к неандертальцу. Он приспособился, чтобы жить на арктических льдах и рыбку ловить. А кроме того, есть гималайский медведь, который так приспособился, что ест плоды и живет только на деревьях. Очень приятный зверь. Его очень любят держать дома, потому что он очень ласковый. Но трудно его держать, так как ему нельзя давать пить сгущенку, он может только слизывать с мокрых веников, с мокрых листьев эвкалипта раствор, к этому он привык. И поэтому, чтобы его напоить, ему мочат веники и дают попить. И вообще он по земле почти не ходит, но великолепно лазает. Держать его дома почти невозможно, потому что в силу питания исключительно растительной пищей у него очень слабый желудок, постоянно требуется уборка. Это, так сказать, лишает его возможности жить в домашних условиях, как кошка, а так прелестный зверь. Но никакого отношения к гризли или нашему бурому медведю он не имеет. То есть они произошли от одного предка, но Бог его знает когда. То есть все животные для того, чтобы занять другие ареалы в иных ландшафтных условиях, эволюционируют за пределы вида. Все люди, ныне живущие на Земле, относятся к одному виду, и тем не менее они распространились от Арктики и Антарктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и во влажных, и в высокогорьях, и в лесах, и в северных, и в тропическом лесу, везде, где угодно. За счет чего такая лабильность, то есть подвижность психики и физиологических особенностей организма, позволяющая приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды? Обратим внимание на одно обстоятельство. Человечество делится, это мы все знаем, но ответить на вопрос, что это такое, очень трудно, на сообщества, которые мы называем попросту народами, по-научному нациями, по совершенно научному этносами. Потому что народы — это термин неудобный. Говорят «народ и правительство», «народ и знать». Этот термин поэтому и вышел из употребления. Он слишком полисемантичен, то есть имеет много значений. Термин «нация» принято применять только к условиям капиталистической и социалистической формации, а до этого считалось, что наций не было. Ладно, не будем спорить о термине, раз так, то так. Но термин «этнос» очень пригоден для того, чтобы объяснить, как возникают сообщества, на которые распадается все человечество. Причем, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, то кажется, что никакой загадки нет, все очень просто. Есть немцы, есть французы, есть англичане и есть итальянцы. Какая разница между ними? Какая-то есть. Какая? И вот, когда возникает вопрос «какая разница?», то тут оказывается, что ответ найти сверхтрудно. Вы знаете, ответ оказалось найти действительно сложно, а институт этнографии существует, и возник он тогда, когда вопроса о том, что разницу требуется определить, не было. Потому что каждому было очевидно, что есть разные народы, и надо их изучать, а сейчас-то надо объяснить, то было избрано самое легкое решение. Как известно, человек — животное общественное. Никто этого оспаривать не будет. И, следовательно, сказали некоторые мыслители, и все отношения между людьми — это отношения только общественные, то есть социальные. А раз они делятся на этносы, это тоже явление социальное. Если оторваться от реальной действительности, то это как будто звучит совершенно убедительно, логично и четко. Но что говорит нам социальная действительность, если мы хотим оставаться на позициях исторического материализма? Я на них остаюсь и советую всем присутствующим на них стоять.
Мы знаем, что человек развивается сообразно развитию своих производительных сил. И сначала он жил в первобытно-общинной формации, потом у него появилась рабовладельческая формация, рабовладельцы и рабы. Потом появилась феодальная формация, феодалы и крепостные, потом капиталистическая, потом социалистическая. Материалистическая теория исторического развития общества, созданная и разработанная Марксом и Энгельсом в XIX веке, рассматривает его как закономерный процесс становления и смены общественных формаций, обусловленный взаимодействием производительных сил и производственных отношений. В СССР находиться вне позиции исторического материализма, оставаясь на легальном положении в научном мире, было невозможно. При таком подходе есть ли место для этнического деления? Ведь, понимаете, феодалом может быть и француз, и англичанин, и какой-нибудь сельджук, и китаец, и монгол. Говорят, монгольский кочевой феодализм, и русский человек. Все они одинаково будут феодалами, или все они будут крепостные, представители всех этих народов. Так значит ли это, что нет ни франков, ни китайцев, ни турок, ни кочевых тюрок, ни оседлых османов? Нет никого, а есть только феодалы и крепостные. Если так, то уничтожьте институт этнографии и перестаньте заниматься этим вопросом. Тоже как будто было бы логично, если бы проблема этноса не отвечала на тот реальный вопрос, который я поставил в начале лекции. Она нужна, и выкинуть ее нельзя. Итак, что же такое этнос? Каковы переходы от одного этноса к другому? Мне все время говорят, я в Москве был недавно и с этим столкнулся, что никакой разницы нет, что в паспорте написано, то и хорошо. Так в паспорте можно написать все, что угодно. Вот, скажем, любой из вас может записаться в паспорте малайцем, а родной язык русский. Зачем его учить? Там действительно какие-то странные слова. Но от этого-то он малайцем не станет. Следовательно, и этот момент, административно-социальный и экономико-социальный, вряд ли может ответить на вопрос, что такое этнос. Хорошо. Есть еще одно определение – лингвистика социальная. Все люди говорят на каких-то языках. И поэтому, сказал мне лично член-корреспондент Фрейман Александр Арнольдович, французы — это те, кто говорит по-французски, и так далее. Прекрасно, опять спросил я его. А вот моя собственная родная мама до 6 лет говорила по-французски. По-русски научилась потом говорить, когда уже в школу пошла и стала играть с девочками на царскосельских улицах. Правда, она стала после этого русским поэтом, но не французским. Так что, она француженка была до 6 лет? Это индивидуальный случай, нашелся быстро ученый-академик. Ладно, говорю я ему. Ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом восстали, отделились от англичан и крови не пожалели ни своей, ни чужой. Если по-вашему судить, то 200 лет они были настоящими англичанами. Я знал, что этот пример мне приведете. А еще, сказал он. Тут я ему привел целый десяток примеров и задал такой вопрос. Но ведь вы же сами в Средней Азии бывали? Вы же знаете, что население Бухары и Самарканда с одинаковой легкостью говорит на 3 языках – таджикском, узбекском и русском. Русский просто нужен, и они говорят, как мы с вами. Таджикский и узбекский – это язык базаров. Причем они абсолютно не путают. Они могут записаться в паспортах узбеками, будучи таджиками, и наоборот. Но сами они великолепно знают, кто они – узбеки или таджики. И даже про одного моего знакомого, который, будучи таджиком, записался узбеком, в Самарканде говорили «продавец своего народа», «изменник своего народа». А записывались они так, потому что был пущен слух узбекским начальством, что те, кто запишутся таджиками, тех будут выселять в горы из городов. Ну, они все записались узбеками. Какая разница, как записаться? Но они же не стали узбеками, к примеру. Здесь, конечно, можно сказать, что переход совершенно свободен. Если человек записался узбеком, то он и стал узбеком. Но, как видите, это вообще довольно сомнительно с одной стороны. И с другой стороны, это высмеяно было уже 150 лет тому назад знаменитым кавалерийским гусарским генералом Денисом Давыдовым, который в рапорте на имя Александра I написал: «Прошу Ваше Императорское Величество за перечисленные здесь подвиги произвести меня в немцы».
Дело в том, что при Александре немцы действительно захватили все самые лучшие должности, и чтобы сделать карьеру, надо было иметь или хорошие связи, иметь покровителей в высшем обществе, или вообще быть немцем. Тогда карьера шла беспрепятственно, помогали. Система блата и тогда работала на всю катушку. Самодержец всероссийский мог дать дворянство и отнять его, разжаловать в солдаты или произвести в генералы, дать звание купца первой гильдии или произвести в ссыльные крестьяне куда-нибудь на Колыму. Он мог сделать все, что угодно в социальном плане, но изменить то, что Денис Давыдов был русским, и перевести его в немцы, было выше его сил. О чем это говорит, спрашиваю я вас? Это говорит о том, что мы здесь сталкиваемся с явлением природы, которое, очевидно, как таковое и должно изучаться. В противном случае мы пришли бы к такому количеству противоречий и логических внутри систем, и фактических при изучении действительности, что фактически само народоведение потеряло бы смысл и повод для того, чтобы им заниматься. И вот сейчас, во вступительной лекции, я должен просить вас немного поскучать, потому что для того, чтобы изучать предмет заново, мы должны и инструмент подготовить соответствующий. Инструмент в науке — это методика, способы изучения. Как можно понять, что такое этнос, в чем его значение и в чем смысл? Только применив при современной постановке вопроса, раньше этого не делали, современную систему понятий, современную систему взглядов. Древним египтянам совершенно незачем было давать определение, что такое этнос. Они делали это через цвет. Они, когда рисовали население своей страны, в том числе рабов, то рисовали негров черными, семитов белыми, сирийцев коричнево-красными. И всем было понятно, кто нарисован. Но для нас цвет не годится. Во-первых, потому что у нас не 4 составляющих нас народа, окружающих нас, а значительно больше. Не хватит красок на всей палитре, а с другой стороны, это ни о чем не говорит. Греки ставили вопрос гораздо проще. Есть эллины мы, и есть варвары, все остальные. Заходите, пожалуйста. Лев Гумилев обращается к опоздавшим. Это было очень просто. Эллины и варвары, мы и не мы, свои и чужие. Но понимаете, когда Геродот захотел написать историю, посвященную 9 музам, то он столкнулся с недостаточностью этой классификации. Во-первых, он описывал греко-персидские войны. Ну, персы, конечно, варвары, а его земляки — афиняне, спартанцы, фиванцы — эллины. Так, понятно. Ну, а куда отнести скифов? Они и не греки, и не персы. А куда отнести, он уже их знал, эфиопов или гадрамантов. Это племя Сиггу, жившее или сейчас живущее вот тут, в южной части Триполитании. Они и не персы, и не греки, негры в общем. Но классификация была явно недостаточная, хотя и имела свой смысл. В дальнейшем, когда римляне освоили весь мир, не весь мир, конечно, а то, что они считали всем миром, то они тоже усвоили это же самое понятие. Причем очень просто и легко для них было римляне, римские граждане, и все остальные, либо провинциалы, варвары, провинцо, это значит завоеванный, либо не завоеванные еще, тоже варвары, дикари, хотя, может быть, не дикари, но не римляне. Это было все просто. Но когда Римская империя пала во время великого переселения народов, то оказалось, что эта система совершенно не работает. Народы были разные, очень друг на друга не похожие, и тем не менее они требовали какой-то классификации. И вот тогда впервые родилась идея социального определения людей. Это средневековая концепция. В средние века решили так, что все люди, в общем, одинаковые. Но есть люди, верующие в истинного Бога, и неверующие, то есть исповедующие истинную религию и неисповедующие. Этой истинной религией в Европе считается католицизм, но не православие. А в Византии и на Руси исповедовали православие, но не католицизм. На Ближнем Востоке ислам, но не христианство в целом и так далее. А в остальном считалось, что люди делятся по совершенно социальным градациям, и потому каких-нибудь тюркских эмиров, которых завоевали крестоносцы, считали баронами или графами только турецкими, а тюрки считали крестоносцев эмирами или беками, только вот неверными, французскими. Это было очень удобно. После этого, когда они сталкивались с такими философами, как Платон, то считали, что это просто маг. У них были свои маги, гадатели, ну и Платон, по их мнению, был маг. Это было очень хорошее профессиональное деление, но социальное. И все их очень устраивало.
И даже больше, когда испанцы попали в Америку, после страшного истребления на Кубе, они столкнулись с высокоорганизованными в социальном отношении государствами – ацтеков, инков и муисков. Всех касиков, вождей племен, они зачислили в идальго, дали им титул «дон», если они были крещены, освободили от налогов, обязали служить шпагой и посылали в Саламанку учиться. И те были довольны, они считали, что это их вполне устраивает. Но по существу-то от этого инки и ацтеки не становились испанцами. Испанцы закрывали на это глаза. Они великолепно женились на индейских красавицах, поскольку своих женщин там не было. Родилось огромное количество метисов, и у них считалось, что испанский язык, католическая вера, единая культура, единое социальное общество. Чего там лучше иметь? Какая-то колония, Новая Испания, колония Новая Гранада и так далее. Но и заплатили они за это в начале XIX века такой резней, по сравнению с которой все наполеоновские войны меркнут. То есть они столкнулись с тем, что на место естественно идущих процессов, которые следует изучать, они подвернули свою собственную вымышленную картину мира. С их точки зрения, она была на их уровне знаний совершенно логична, но она никак не отвечала действительности. Касик – заимствование из языка индейского племени араваков, индейский вождь, старейшина племени. Идальго – дворянский, благородный, мелкое и среднее рыцарство в средневековой Испании. Термин возник в XII веке. Титул «дон», испанское и итальянское «дон», латинское «доминус», господин. Титул в Испании прежде принадлежал королю и принцам, потом жаловался за заслуги. Саламанка – старинный город в Испании в области Кастилия-Леон. Известен своим средневековым университетом, основан в 1239 году. В XV веке, благодаря славе богословского факультета, имел 10 тысяч студентов. Должен вам сказать, что это в науке страшный соблазн – придумать какую-то научную теорию. Придумывать их довольно легко, их придумывали в большом количестве. Причем я сталкивался с одним астрономом, весьма известным в наше время, с которым мы очень дружили одно время и беседовали на разные научные темы. И он меня спросил, это очень важный вопрос, что важнее, придумать ли новую мысль, которую опубликовать с тем, чтобы люди там проверяли и по ней работали, или привести всю систему доказательств, что, естественно, очень сократит и саму мысль, и возможность придумывания теории. Я остановился на том, что важнее доказательства. Он со мной не согласился. Он выдвинул концепцию, я выдвинул концепцию. Но надо сказать, что успех у нас был различный. Его концепция была полностью и целиком отвергнута. Моя, как видите, не обсуждается, но и не отвергается. Здесь речь идет о Николае Александровиче Козыреве, известном астрономии и астрофизике. Он познакомился с Гумилевым в Норильском лагере. Я жду вопроса. Почему, вы спрашиваете, не обсуждается моя концепция? Хотя я ярко высказался против того, что этнос явление социальное, и даже проследил историю вопроса от раннего Средневековья до наших дней, такая концепция и сейчас существует. Вы можете взять работы Виктора Ивановича Козлова, где он четко об этом совершенно говорит. Я предлагал несколько раз диспут, но никогда моя перчатка не была поднята. Потому что, надо сказать, мои оппоненты люди весьма умные, осторожные и бесспорно понимают всю слабость отстаиваемой ими точки зрения. Не считая возможным ее отстоять, они предпочитают не выходить на кафедру и не защищать ее, оставаясь, так сказать, в блаженном состоянии отсутствия всякого спора. Но отсутствие научного, теоретического спора, оно ведь влечет за собой и угасание научной мысли. Лев Гумилев подразумевал ситуацию, сложившуюся после опубликования директором Института этнографии академиком Брамлеем теоретической монографии «География и этнос» в 1973 году. В нее были включены многие положения, заимствованные из статей Гумилева. Попытки последнего возражать привели к полному запрету его публикаций в изданиях Академии наук. Несмотря на многочисленные приглашения со стороны Гумилева, на публичную дискуссию академик Брамлей ни разу не решился.
Так что я думаю, что если кто-нибудь из вас захочет выступить вот здесь после лекции с возражением на то, о чем мы беседуем, то я останусь после лекции и буду отстаивать свои взгляды до тех пор, пока вы меня не переубедите. В противном случае, если кому-нибудь удастся меня переубедить, то я соглашусь с ним. Я считаю, что это единственно научный подход. Правда, разница между моими оппонентами и мной заключается не только в том, что я базируюсь на большем количестве фактического материала, нежели они. Но это другой очень важный тезис, потому что существует еще одно направление научной мысли, я научные беру в кавычки, которое для вас, моих студентов, ежели вы на него встанете, будет убедительно. Это мнение, которое распространено в большинстве гуманитарных наук, что нужно изучать как можно больше материала, а там вывод придет сам. Крайне соблазнительная концепция? Нет, хуже. Вот так учат на Восточном факультете Ленинградского госуниверситета. И так пытаются учить на историческом. Дело в том, что на историческом факультете не получается. И так пытаются учить весь мир. То есть в программу входят 4 языка и английский. Но каждый язык требует изучения грамматики, синтаксиса, фонетики, очень много чего. То есть за 4 года, в течение которых их учат, студентам не дают возможности по-настоящему читать тексты. Если же они научаются их читать и находить в словаре слова и иероглифы, то они, в общем, теряют смысл, потому что каждое историческое сочинение написано по какому-то поводу, в какой-то определенной обстановке. То есть, читая определенное сочинение, надо знать и историю его создания, и время, когда оно появилось, и по поводу чего оно написано. Но этого некогда выучить, потому что это уже история, на которую просто времени не остается. А по этому поводу опять приведу разговор с одним крупным ученым Восточного факультета, ныне находящимся на пенсии, к счастью, который мне сказал, что он составил программу с тем, чтобы дать немного тибетского, немного китайского для монголистов, немного английского. Все они должны знать немного. Они же ведь сталкиваются с этими народами, хоть немного они должны знать. На что я ему сказал: да, но тогда надо было дать немного ботаники, ведь они же там по травке ходят, немного геологии, они же по земле ходят. Гумилев смеется. Немного экономики, они же там торгуют на базарах. Он страшно обиделся, и на этом наши дружеские отношения кончились. Так вот, если дать материала очень много, но не организованно, то это кажущаяся эрудиция. Во-первых, отбивает у студента охоту к изучению, а во-вторых, даже если студент очень старательный, лишает возможности изучить предмет. Сегодня я говорю довольно много о методике изучения, потому что это лекция вступительная и потому что надо знать, как мы подойдем к предмету. Я предполагаю, что студент – существо в достаточной мере ленивое и занятое, и эти качества надо учитывать. Причем в некоторых случаях лень является спасительной, она избавляет от того, чтобы выучить все, что заставляют, в том числе и ненужное. Поэтому я постараюсь организовать наши дальнейшие чтения так, чтобы давать ответы на поставленные вопросы по определенной схеме, а не для того, чтобы сообщить огромное количество сведений, которые сам студент должен организовывать по своему усмотрению. Нет у него усмотрения и не может быть. Если его нет у ученых, докторов наук, то тем паче мы его не имеем права требовать со студентов. Понятно? Поэтому я опять повторяю тему всего курса, который я буду читать весь этот семестр. Каким образом человек распространился по всей Земле и не истребил всю природу? Итак, существует мнение, что этносы связаны с теми или иными социальными явлениями, которые мы пока временно считаем гипотезой недоказанной. И будем к этому возвращаться по ходу дела неоднократно и разнообразно. Дело в том, что, тем не менее, явления для постановки наших социальных проблем мы обязаны изучать, потому что, изучая наш предмет, мы только их и видим, но это не значит, что они исчерпывают проблему. Поясню свою мысль, она довольно простая. Во всяком случае, мне она казалась совершенно простой, пока я не столкнулся со своими оппонентами. Вот существует у нас здесь электрическое освещение. Все в нем, казалось бы, социально-техническое. И проводку сделали на каком-то заводе, и монтер, член профсоюза, ее провел. И обслуживает она нас, работников университета. И, в общем, как будто все здесь социально. Но понимаете, никакого бы освещения не было, если бы не имело места физическое явление — ток, и не раскалялась бы нить.
Электричество же мы никоим образом не можем отнести к явлениям социальным. Это есть сочетание природного явления и той социальной формы, того условия жизни, при котором мы это природное явление можем констатировать и зафиксировать. Так же и с этносом. Мы видим его непосредственно, ощущаем этнос. Мы видим и ощущаем разницу между немцами и поляками так же, как мы ощущаем разницу между светом и тьмой, холодом и теплом. А формулировать это оказывается гораздо труднее. Так же, как в случае физических явлений, оказывается, нужна была и термодинамика, и оптика для того, чтобы объяснить световые явления. И самое главное, теория нужна. Биосфера — это вы сами. Вне биосферы существовать не можете ни одной секунды, доли секунды. Вы сразу же вообще станете ничем. Но она может существовать только при наличии источника энергии. Москвич ахнул и сказал: «Это материалистический подход». Конечно, материалистический, черт возьми. Конечно, ответ мой не напечатали, поскольку там существует зависть и запрещает печатать мои ответы и возражения. Но не в этом дело. Мы-то ведь сейчас можем взвесить все «за» и «против». Дело в том, что человек является частью биосферы. Что такое биосфера, все студенты 4-го курса знают, и все присутствующие тоже. Но уточню на всякий случай, что это не только биомасса всех живых существ, включая вирусы и микроорганизмы, но это и продукты их жизнедеятельности. Почвы, осадочные породы, кислород воздуха — это продукты биосферы. Это трупы животных и растений, которые задолго до нас погибли, но обеспечили для нас возможность существования. И все, что в нас есть, мы черпаем из двух источников — трупов наших предков, животных, растений, микроорганизмов, с одной стороны, и из воздуха. Мы дышим кислородом. А с другой стороны, мы черпаем из 3 источников энергии, которые попадают на Землю и имеют совершенно различное значение. Максимальное количество значений энергии, которое сейчас потребляет Земля, я говорю сейчас по Вернадскому, это энергия Солнца. Она создает возможность фотосинтеза растениям, растения поедаются животными, и эта энергия переходит в плоть и кровь всех живых существ, которые есть на Земле. Причем избыток этой солнечной энергии создает тепличный эффект, последствия которого очень неблагоприятны. Нам не нужно этой энергии больше, чем нам требуется. Нам нужно ее столько, сколько мы привыкли осваивать. Второй вид энергии — это энергия распада радиоактивных элементов внутри Земли. Когда-то давно Земля была куском камня, астероидом. Постепенно внутри планеты идет радиораспад, планета разогревается. Когда эти элементы распадутся, то она или взорвется, или превратится опять в кусок камня, покрытый льдом. Причем радиоактивные вещества действуют на наши жизненные процессы весьма отрицательно. Все знают, что такое лучевая болезнь, ничего хорошего нет. Но тем не менее эти явления внутри Земли оказывают на нас большое воздействие, но локальное. Вот тут есть особенность, очень важная, что мы должны запомнить для дальнейшего, опять мы к этому будем возвращаться. Дело в том, что скопления урановых руд ведь размещены не по всей Земле. Есть большие пространства, где радиоактивность ничтожна. А есть такие места, где они близко подходят к поверхности, и поэтому воздействие этого вида энергии на живые организмы, и в том числе людей, оказывается очень сильным. И есть третий вид энергии, который мы получаем в виде небольших порций из космоса. Это какие-то пучки энергии, приходящие из глубин галактики, которые ударяют нашу Землю, скажем так, как ударяют плеткой шарик, обхватывая ее какой-то частью, и молниеносно производят свое энергетическое воздействие. Иногда большое, иногда малое. Приходят они более-менее редко, во всяком случае никак не ритмично, а время от времени, но тем не менее не учитывать их, оказывается, тоже никак нельзя. Этот последний вид космической энергии стал исследоваться совсем недавно. И поэтому те ученые, которые привыкли мыслить Землю как совершенно замкнутую систему, они не могут привыкнуть к тому, что мы живем не оторванно от всего мира, а внутри огромной галактики. Она на нас воздействует так же, как воздействуют все другие факторы, определяющие развитие биосферы. Описанное мною явление механизма сопричастности каждого человека и каждого человеческого коллектива биосфере, разумеется, не только к людям относится. Но тема наша, народоведение, заставляет нас сосредоточить наш интерес на людях и посмотреть,
как влияют эти энергетические компоненты на судьбы каждого из нас и тех коллективов, к которым мы относимся. И то, что нужно для того, как ни странно, обыкновенная история. Слово «история» имеет огромное количество значений. Можно сказать «социальная история», «история социальных войн». Совершенно верно, и такая есть. Можно сказать «военная история», то есть история сражений и походов, но это будет уже совершенно другой вид истории, с другим содержанием и другим подходом. Может быть история культуры, может быть история государств и юридических институтов. Может быть история болезней, в конце концов, это тоже история. И каждая история должна иметь прибавку «история чего?». Нас должна интересовать в этом отношении этническая история. Этногенез — это история происхождения и исчезновения этносов на Земле. Но так как происхождение и исчезновение этносов — процесс, который мы должны вскрыть и который до нас вскрыт не был, то нам нужно иметь тот материал, ту базу, тот трамплин, отталкиваясь от которого мы подойдем к решению нашей проблемы. А таким трамплином является история событий в их связи и последовательности. То есть для нас важно знать, когда что было и где, кто с кем воевал, в каких численных соотношениях были войска, когда были заключены мирные договоры, какие персонажи являлись членами каких партий, либеральных или консервативных, в понятиях современной Европы, или на какие группы феодалов там опирался данный претендент, на императорскую или папскую власть и так далее. Казалось бы, это не имеет никакого отношения к географии. И, собственно говоря, я сталкивался с москвичами, не с нашими, как ни странно, которые так и говорят. Это же не география, это же история. Так-то оно так. Но с другой стороны, океанография — это наука вполне географическая, и у нас кафедра такая существует. А чем они занимаются? Физикой жидкостей. И все их дипломные работы совершенно не говорят ни о глубине Средиземного моря, допустим, ни о закатах, которые над ним, ни о том, как там приятно купаться и как хорошо по этому морю плавать. И торговать было в старые времена, и даже в наши. А говорят о формулах прибоя, волнения, и все это цифры, цифры, цифры. Им нужна математика как вспомогательная наука, так ведь? Но ведь это не значит, что нет изучения океанов как физической дисциплины, а есть просто физика жидкостей. Такая физика не ответит ни на один интересующий географов вопрос. Биогеография требует хорошего знания ботаники и зоологии. Вот у нас профессора и даже академики очень солидные в этой области, которые доктора не географических наук, а биологических наук, ибо нужна биология. Эконом-географам нужна экономика. Какие товары куда производят, какие кому продают и так далее. Это тоже не география. Эти сальдо-бульдо, такое, понимаете, рыночное дело, которое знают только специалисты, но тем не менее экономическая география без этих значений существовать не может. Этногенез – процесс прохождения суперэтносом всех стадий своего развития, фаз этногенеза, протекающий от момента возникновения этнической системы в результате пассионарного толчка до ее перехода в этнический гомеостаз или исчезновения. Процессами этногенеза охвачены все этносы, находящиеся в динамическом состоянии. Динамическое состояние этнической системы противоположно статическому состоянию или этническому гомеостазу, состояние, характеризуемое в целом повышенной демографической и миграционной активностью, стремлением к расширению территорий. Также характеризуется изменчивостью стереотипа поведения. Каждое последующее поколение в той или иной степени не походит на предыдущее, так называемый конфликт отцов и детей. Имеет следующие характеристики: преобразование ландшафтной среды, приспособление ее к своим нуждам, смена общественных императивов поведения, создание социально-политических институтов, активное усвоение чужих идей и пропаганда своих, наличие собственного линейного отсчета времени от какого-либо реального или мифического события. Динамическое состояние этнической системы порождается наличием в нем активных особей, пассионариев, появившихся в результате пассионарного толчка и устраняемых из популяции естественным отбором.
Этногенез может быть оборван в одной из фаз или при смене одной фазы на другую в результате смещения. Гумилевым на основе исторического материала было показано, что все процессы этногенеза разворачиваются единообразно. Смена его фаз в различные эпохи подчинялась четкой внутренней закономерности, а длительность каждого из этих процессов составляла 1200-1500 лет. Для объяснения этого феномена Гумилевым была предложена и всесторонне обоснованная концепция пассионарности, связывавшая смену фаз этногенеза с изменением уровня пассионарного напряжения системы. Пассионарность является эффектом энергии живого вещества биосферы, проявляющимся в повышенной активности этнических коллективов. Следовательно, правомерно говорить об этногенезе как о процессе, движущими силами которого являются природные биосферные факторы. Эти же факторы опосредованно определяют социальные формы жизни, которые создаются людьми разных этносов, так как эти формы связаны с фазами этногенеза и господствующими в них императивами поведения. Не отрицая роли экономических факторов, следует отметить, что экономическая активность тоже есть форма проявления пассионарности. Вскрытие внутренних закономерностей этногенеза послужило основой для создания нового взгляда на этническую историю, так как была выявлена ее дискретность. Становление этносферы является результатом ряда независимых процессов этногенеза, развернувшихся вследствие различных по времени и месту пассионарных толчков. Этнология – наука, изучающая закономерности возникновения, функционирования и взаимодействия этнических систем. Этнология, как естественно-научная дисциплина, была создана Гумилевым. Обобщив факты этнической истории, он обнаружил, что движут эту историю природные процессы, а сам этнос является естественно сложившейся формой коллективного существования людей, органически входящей в биосферу. Вскрыв энергетический, пассионарный механизм этногенеза, Гумилев заложил основы исследования этнических процессов и явлений при помощи методов естественных наук, географии и биологии. Народоведение или этнология, как ее тоже можно называть, требует знания истории как вспомогательной дисциплины. Это не значит вовсе, что если кто-нибудь из вас, если пожелает заниматься этнологией, должен изучать историю, как изучает ее историк-источниковед, который учится читать почерки, рассматривает восхождение одного протографа к другому. Эта филологическая часть исторической лаборатории совершенно не нужна. Не нужна и такая вещь, как изучение памятников материальной культуры, археология, когда изучают годами и десятилетиями, какой черепок можно датировать каким веком. Это пусть делают специалисты, археологи. Нужно знать общий ход истории событий, появления и уничтожения государств, их распадения. Но ведь государство не этнос, сами понимаете. Хотя мы говорим, что, скажем, существует Французская республика, но в ней живет большое количество разных народов, которые не являются французами. Там живут бретонцы на северо-западе, гасконцы на юго-западе, провансальцы на юго-востоке, немцы на востоке и так далее. А тем не менее, мы изучаем, как историки, Французское королевство или Французскую республику, то есть как институт социальный. Но когда мы его изучаем, мы можем вскрыть и историю этносов его составляющих. То есть, как в лаборатории делают опыты, смотрят на медные или свинцовые стержни, как пролетает искра. Они искру изучают, а не банку и не стержни. Вот почему определение этноса как социального понятия, мало того, что оно бессмысленно с точки зрения общечеловеческой, оно еще и уводит в сторону. Оно заставляет подменять изучение природной сущности той оболочкой, тем оформлением эксперимента, который в каждом отдельном случае совершенно различен. Хорошо. А что же такое этнос и как мы можем его определить? Оказывается, это очень сложно. Если этнос — социальное понятие, то, естественно, как я уже сказал, считать, что вся буржуазия мира — это одна категория, и все пролетарии мира — другая категория. Но возьмем недавнее прошлое. Бельгию, например.
Там были рабочие, которые работали на бельгийских заводах и изготавливали очень сложные механические детали для всяких машин. Заводов там масса, и рабочих было тоже много. И в состав Бельгии входила бельгийская Конго, колония, где были негры, которые работали на плантациях и жили в своем тропическом лесу. И те, и другие были рабочие. А скажите, они идентичны были? Если они идентичны, то зачем вести национально-освободительное движение в колонии? Странно. Значит, этот момент мы тоже опускаем. И поставим вопрос так. В чем же различие, то есть в какой системе отсчета мы можем проводить изучение категории этноса? А вот давайте представим себе очень банальный случай. Я его опубликовал и даже имел по этому поводу некий диспут. Представим себе, что в трамвае, не очень переполненный, входят 4 человека. 4 мужчин в одинаковых костюмах или пальто, с одинаковыми портфелями, пообедавших в одной и той же столовой, едущих в один и тот же институт на свою работу. Но один из них русский, другой немец, третий какой-нибудь кавказец, 4-й, скажем, татарин. Едут они одинаково. Есть между ними разница хоть какая-нибудь или нет? Что вы скажете? Они полностью идентичны друг другу или нет? На это мне был сделан ответ. Никакой разницы нет. Все они совершенно одинаковы, если у них не возникнет конфликта на национальной почве. Но тогда мы не узнаем, что с ними будет. Я на это ответил. А если возникнет? Конечно, когда они стоят и молчат, ничего сказать не можем. Но также мы не можем сказать, есть разница между кислотой и щелочью, если мы насыплем здесь соду, а здесь лимонную кислоту. Они между собой не соединяются. И поэтому мы не можем сказать, что есть что. Но стоит их только сблизить и полить на них водой, то сразу они зашипят. Представим себе, что в тот же трамвай вошел пьяный и начал хулиганить. Кто как прореагирует? Русский ему скажет: «Кирюха, ты лучше уйди, ведь тебя забарабают», и посочувствует ему. Немец немедленно вызовет Мильтона и постарается, чтобы его отправили в вытрезвитель. Кавказец не удержится и сразу в зубы ему даст, а какой-нибудь татарин отойдет в сторону и вообще не станет связываться. Что же мы можем вынести за скобки в таком случае? Где мы можем найти характеристическую черту, которая свойственна этносу? Это то, что мы можем назвать общим словом стереотип поведения, поведенческий момент, а поведенческий момент есть у всех. Каждый человек должен себя как-то вести. Вот по характеру его поведения мы и узнаем, к какому этносу он относится. Он ведет себя совершенно по-разному в зависимости от того, кто он – индеец, папуас, англичанин или украинец. Он совершенно по-разному будет себя вести в критический момент, и чем критичнее ситуация, тем это отчетливее и определеннее видно. Значит, это реальный критерий для определения. Стоп. Я чувствую, что вы мне возразите и должны возразить. Ведь этносы-то, которые мы знаем, существуют очень давно. Ну, Господи, если даже не брать Рюрика мифического и не менее мифических Игоря и Олега, то, во всяком случае, современные-то наши предки, зафиксированные уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV века, такие же совершенно, как мы. А разве они ведут себя так, как ведем себя мы? Совсем не так. Например, Пушкин, когда с ним поссорились и его обидели, он полез драться на дуэли. Братцы мои, никто из нас, когда его будут оклеветывать, ругать его или просто про его жену говорить гадости, в наше время на дуэли драться не будет. Правда ведь? Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом? Нет. А ведь ведем мы себя иначе. Как будто надо ответить утвердительно, а может быть и нет, потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы. А если взять 200 лет до Пушкина, где-нибудь в эпоху Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, когда дуэли не были в ходу и вообще их не знали, пистолеты, правда, были, но употреблялись для других целей, то как бы повел себя, скажем, купец Калашников, жену которого обидел опричник Киребеевич? Лермонтов это совершенно точно описал. Он улучил момент, когда можно было в совершенно честном бою и сделал нечестный удар. Ударил его в висок и убил. Пострадал за это своей собственной жизнью. С точки зрения русских людей пушкинского времени и лермонтовского тоже, это была великая подлость. Так не делают. Если ты вышел на честный бой, дерись честно. Но с точки зрения современников купца Калашникова, он поступил совершенно правильно. И даже сам Иван Грозный сказал: «Казнить-то я тебя за убийство казню, потому что убийство было подлое».
а велю палача нарядить и по всей Москве звонить, и твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были основания для того, чтобы убить моего верного слугу. Еще раньше, если мы возьмем еще 200 лет раньше, то в таких случаях никто особенно не старался убить своего обидчика, особенно если он был хорошо заблатован, как опричники Кирибеевич или Дантес, названный сын голландского посла, то есть принадлежит к слою, помогающему своему вне зависимости от его талантов и провинностей. Просто он уезжал в другое княжество. Ах так, со мной в Москве плохо обошлись. А пошли вы, и поехал я в Тверь. А если в Твери плохо обошлись, я в Суздаль поеду. А если мне и в Суздале нет поблажек, я в Литву поеду. Видите, совершенно иная реакция на это. Правда, как будто это совершенно разные этносы, но мы-то знаем, что это один этнос. И весь фокус в том, что я пытаюсь своим оппонентам внушить, и они вообще-то, пожалуй, усвоили, потому они со мной и не спорят, что мы встречаем не явление в статистике, не фиксированное явление в нашей науке, а мы встречаем процесс закономерных явлений. И каждое явление мы должны брать с его прошлым и с перспективой на его будущее. Будущего нет, мы его не знаем. В настоящий момент, который уходит, реально только прошлое. То есть реально то, что мы изучаем, это только история. Даже наши с вами занятия, они еще не успели начаться, а стали прошлым, потому что когда я пришел в первый раз и начал вам читать лекцию, это такое же прошлое, как поход Юлия Цезаря на Галлию. Оно было, оно прошло, оно отложилось, и только это является материалом для наших источников. Вот почему окном в историю является изучение прошлого. А история, как сказал Карл Маркс, это единственная наука, которую мы знаем. Соответственно, есть история природы и история людей, и они постоянно между собой взаимодействуют. Это я своими словами передаю. И это взаимодействие – основа любой науки. Итак, хотя мы и будем заниматься большое количество времени этнической историей, тем самым мы историками не становимся. Это признали, надо сказать, сами историки. Профессор Владимир Васильевич Мавродин, декан ИСТФАКа, а ныне почтеннейший профессор на ИСТФАКе, когда обсуждалась концепция, которую я вам сейчас излагаю, сказал от лица всех историков: мы некомпетентны разбирать эти вопросы. Географию мы знаем лишь в школьном объеме, где какая река течет и где лес, где степь, а вовсе не в том научном объеме, в котором ее изучают на географическом факультете. Поэтому мы не можем сказать по поводу этой теории, некомпетентны, ни да, ни нет. И устранился от разговора. А на вопрос мой, а надо ли оную концепцию публиковать, он сказал: вот это речь не мальчика, но мужа. Конечно, надо. Я тоже с ним согласен. Итак, взяв историю за подспорье, мы должны определить сферу нашей компетенции и в вопросах географических. География нужна не меньше истории. Еще в XVIII веке при Екатерине был умнейший человек Иван Балтин, написавший большие примечания, двухтомные примечания на историю России господина Леклерка, так они называются. И он там написал, что у истории без географии встречаются притыкания, как, впрочем, мы скажем, что у географии без истории тоже встречаются притыкания. Иван Никитич Балтин, 1735-1792 годы жизни. Русский историк, государственный деятель, член военной коллегии. Создал многочисленные труды по истории, географии, источниковедению. Какая география нам нужна? Математическая география нам мало пользы принесет. Поскольку я сейчас читаю физгеографом, то экономическая география для нас тоже большого значения иметь не будет. Она изучает очень новый период очень недавний, который недостаточен для того, чтобы делать какие-либо суждения. Поясняю этот тезис. Для того, чтобы разобраться в каком-то явлении, надо знать его минимально, но достаточно. Излишние детали знать совершенно ни к чему. Это гегелевская дурная бесконечность. Но и недостаток знаний не дает повода сделать правильный вывод. Представим себе, что приехал с Марса какой-то исследователь на Землю и заметил, что существует вот такая у нас серенькая полоска, но дождя нет. Пробыл он на Земле часов 15, потом сел в свой корабль, улетел на Марс и представил обстоятельный доклад, что на Земле температура такая-то, осадки не выпадают, погода ясная, но не очень. Был бы он прав? Нет.
Ему нужно пробыть минимум год для того, чтобы увидеть смену времен года, а желательно несколько десятилетий для того, чтобы увидеть, что бывают зимы крепкие и зимы слабые. Бывают лето дождливые и лето, наоборот, знойные. Бывают осени ранние и поздние. Тогда он представил бы достаточно сведений. Вот поэтому мы должны взять историю в том минимальном объеме и географию в том же минимальном, но достаточном объеме, который нам нужен. А для этого что нужно? Ну, физгеографы 4 курса уже знают, что Земля разнообразна, что на Земле существуют полярные зоны и тропические зоны, сухие и влажные, и населяют ее совершенно разные этносы. И вот эту внешнюю сторону Земли, соотношение человека с природой, надо знать как основу для того, чтобы делать дальнейшие выводы. Так же, как связать и можно ли связать эти две области, казалось бы, совершенно различные: физическую географию, совершенно нам необходимую, и историю событий, необходимую в той же мере. Вы знаете, что до 60-х годов нашего времени это было совершенно невозможно, поэтому этого никто и не сделал. Но после Второй мировой войны появилось одно замечательное открытие, правда, не у нас, а в Америке, но принято оно у нас на вооружение тоже полностью. Это то, что называется системный подход или системный анализ. Автор его Людвиг фон Берталанфи, американец немецкого происхождения, биолог и философ, создатель общей теории систем. Работал по биологии в Чикагском университете и, как сам он пишет, сделал по поводу системного анализа доклад, который был совершенно не понят в 1937 году, и он сложил все свои бумаги в ящик стола. Потом он, значит, пошел воевать. К счастью, его не убили, он вернулся к себе в Чикаго, достал свои старые записки, повторил доклад и говорит: «Я нашел уже совершенно другой интеллектуальный уровень». А что же он предложил? Никто не знает из биологов, а он биолог, что такое вид. Ну, каждый знает, что есть собака, есть ворона, есть мышь, есть фламинго, есть жук какой-нибудь, есть клоп. Всякий это знает, а определить, что такое вид, никто не может. И почему животные одного вида и растения одного вида связаны каким-то образом между собой? Берталанфи предложил определение вида как открытые системы. Система — это такой подход, когда внимание обращается не на персоны, которые ее составляют, скажем, на собак или кошек, а на отношения, которые существуют между собаками или между кошками. Вот мы с вами здесь, в аудитории, представляем систему, но не потому, что вот здесь сидит определенное количество людей, поименно их пересчитать и меня прибавить, а потому что у нас существует взаимоотношение. Я вам рассказываю, а вы меня слушаете. Его как будто нет, этого взаимоотношения. Мы его не можем измерить ни в каких мерах, мы его не можем взвесить, мы не можем определить его градиент, но только ради него мы здесь и существуем. И характер его описать можно. Вид — это открытая система. Что называется системой открытой, что замкнутой? Все знают? Все? Не все. Знаете что? Давайте условимся о терминах, потому что сейчас системология шагнула так, что она превратилась в целую науку. Целая наука нам не нужна, нам нужен минимум. Я ее подхватил на вооружение, когда она еще делала первые шаги. Я сделал очередной шаг и остановился, потому что дальше в дебри лезть не стоит. Это уже бессмысленно. Есть системы 4 типов. Прежде всего, их можно разделить на открытые и закрытые, на жесткие и корпускулярные, или, как иначе называют, дискретные. В чем смысл? Открытая система — это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им производит фотосинтез и часть энергии выбрасывает в космос. Открытая система — это вид, который получает запас энергии в виде пищи, который поглощают животные данного вида. Они эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают, отдают свое тело матушке Земле. Это открытая система, которая все время, получая энергию извне, обновляется. Закрытая система — это, например, печка. Она стоит в комнате. Холодно — в ней дрова. Вы затапливаете печку, дров больше не подбрасываете, закрыли. Дрова сгорают, печка разгорается, в комнате температура поднимается за счет этого, уравнивается с печкой, потом они вместе остывают. То есть запас энергии в виде дров получен единожды, после чего процесс кончается. Это система замкнутая. Теперь второй характер деления.
Значит, жесткая система — это хорошо отлаженная машина, где нет ни одной лишней детали. Она работает только тогда, когда все винтики на месте, когда она получает достаточное количество горючего, или там наоборот, она стоит и служит как микроскоп каким-то целям. Но в ней нет ничего лишнего. В чистом виде жесткой системы никогда не может быть, потому что машину все-таки надо покрасить. А можно покрасить ее в синюю краску, желтую или зеленую. Это будут какие-то мелкие детали, отличия, не имеющие значения. Но в идеале жесткая система должна отличаться полной слаженностью частей. Она очень эффективно работает, но при поломке одной детали она останавливается и полностью выходит из строя. Корпускулярная система — это система взаимодействия между отдельными частями, не связанных между собой, но тем не менее нуждающихся друг в друге. Это вот ветер, я сказал уже, корпускулярная система. Семья — корпускулярная система, основана на том, что муж любит свою жену, а жена любит своего мужа. А дети, каких, скажем, может быть 5 или 3 человека, теща, свекровь, родственники, приезжающие гости — они являются хотя и элементами этой системы, но без которых легко можно обойтись. Важна только вот эта ось связующая — любовь мужа к жене и жены к мужу, их взаимная любовь или односторонняя — все равно. Как только она кончается, эта невидимая связь, система разваливается с потрясающей легкостью. Но она при этом не гибнет. Элементы системы немедленно входят в какие-то другие системные целостности. Так вот, какой системой является этнос? Это вопрос, который мы будем разрешать. У меня сейчас есть немного времени, 5 минут, которые я использую для того, чтобы забросить удочку на дальнейшее. Тезис, который я буду доказывать в дальнейшем, а сейчас я его не доказываю, этнос — это замкнутая система. Она получает единожды заряд энергии и, растратив его, переходит либо к равновесному состоянию со средой, либо распадается на части вовсе. А что такое социум? Социальная система — это жесткая система открытого типа, потому что она получает постоянно культурные традиции, за счет чего любое социальное объединение существует. Получает из истории, из памяти прошлого, с одной стороны. А с другой стороны, она тесно связана, но, будучи сломана, требует починки, а не восстанавливается сама. Вот разница между социальной и этнической системами. Но вы меня спросите, а где же тогда место этноса? Это последний вопрос сегодняшнего нашего собеседования. Что же такое этнос? Действительно ли этнос биологическая система? Нет, этнос-система не биологическая, так же, как и не социальная. Это система маргинальная, от латинского слова «margo» — «граница». Это явление, которое связывает социальную форму движения материи со всеми природными формами. Это как раз тот механизм, при помощи которого человек влияет на природу, и тот механизм, при помощи которого человек воспринимает дары природы и кристаллизует их в свою культуру. Вот тезис, который я буду защищать в дальнейшем, и который, как мне кажется, благодаря уже 10-летнему опыту, 10 лет тому назад вышли первые мои работы на эту тему, не был аргументированно поколеблен. Лекция окончена, переходим к вопросам.